Драматичная история развернулась в Якутске. Женщина из Ставропольского края нашла в Якутии своего отца. На поиски она потратила целых 19 лет. Это история Республиканский мужчины, центр по работе с приехал в волонтерами. Якутию на заработки и потерял связь с родными. Его дочь пыталась искать его все это время, но поиски не давали результатов. Помогли местные волонтеры, рассказывает Юрий Осипов. В Республиканский центр по работе с волонтерами позвонила женщина. Представилась как Лена Владимировна Дрещева. Она рассказала, что долгие годы ищет отца. Уехал на заработки в Якутию и пропал. Он работал и родился в городе Ставрополе, был очень трудолюбивым человеком. И когда пришли трудные моменты в жизни в его семье, он решил переехать в нашу республику, не сказав ни жене, ни детям, куда он едет. Ну, он просто назвал, что едет в республику Саха-Якутию на заработки. Годы поисков результатов не дали. Решил обратиться к якутским волонтерам. Добровольцы обзвонили все дома для престарелых и инвалидов. Похожий пациент нашелся в Капитоновке. Эти поиски заняли всего пару часов, потому что в Якутске не так много таких домов. Начали расспрашивать от медсестер, то есть ли такой точный человек, а потом оказалось, что он реально там есть, живет. Владимир Петрович попал сюда, в дом для инвалидов и престарелых имени Василия Кононова, год назад из отделения временного пребывания Центра социального обслуживания города Якутска. Ребята стали навещать Владимира Петровича, помогли связаться с дочерью. Владимир Петрович тот человек, который, несмотря на трудности своего здоровья, держится молодцом прям. Мне показалось, что Владимир Петрович очень сильный человек. Он, несмотря на то, что живет здесь и пропал тем более 19 лет назад, он не сдался. Он в прекрасном расположении духа, хоть и находится после инсульта. Он жизнерадостный человек. После инсульта Владимир Петрович не мог ходить и говорить. Сейчас передвигается на ходунках. Ну и получает все необходимое лечение и реабилитацию. Значит, он получает сосудистую терапию, массаж, лечебная физкультура проводится, адаптивная физкультура занимается. В данное время в хорошем расположении духа. Ему нашлась дочка, ну и собирается к ней домой, в Ставропольский край. Прогресс заметный. Владимир Петрович уже пытается разговаривать. Давно приехал, тебя на свободу, на стройку. Тетя мать и город строили. В основном в Жатае, на заводе. Ну, заболел. Чё. Что было с мужчиной до поступления в отделение временного содержания, неизвестно. Добровольцы составляют план, как Владимиру Петровичу вернуться домой. Дочь от общения с журналистами отказывается. Единственное, что известно, она уже написала письмо в Министерство труда и социального развития Якутии. Просит помочь. Юрий Осипов, Джулустан Иннокентьев, Владимир Павлов, Якутск.